Реалии, с вами Александр Янковский, вы слушаете программу «Крымский вечер». Итак, о чем мы... Я представлю в начале наших гостей. У нас сегодня гости в студии. Это Муслим Умеров, креативный продюсер телеканала ЮА Крым, и Елизавета Цареградская, продюсер спецпроекта «К дню крымско-татарского флага». Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. О чем мы сегодня поговорим? Вот я уже анонсировал тему нашей сегодняшней программы о телеканалах, о украинских телеканалах, которые смотрят или не смотрят в Крыму. А если смотрят, то что смотрят, что интересно вообще крымчанам смотреть, откуда они получают информацию, и что такого могут показать украинские телеканалы, крымские украинские телеканалы или украинские крымские телеканалы, что не могут увидеть крымчане из тех телеканалов, которые вещают непосредственно с территории полуострова. Этот же вопрос я задаю нашим гостям. С кого начнем? Муслим. А можно первый вопрос? Вот. Потому что там была череда вопросов. Я могу Первый вопрос вообще, я думал, мне вопрос. Нет. Хорошо, Муслим, можно, конечно. Задать вопрос, да? Такой Вы вообще, задайте. Да? Хорошо. Еще раз прочитайте первый вопрос. Значит, я задаю этот вопрос сразу. Этот вопрос, он мне самый главный, он меня интересует вообще. Кто вас смотрит? Кто ваш зритель? Для кого вы созданы? Для кого вы делаете свой телеканал ЮА Крым? Почему мы об этом сегодня говорим? Извините, вот вы меня опять перебили, да? Я сейчас расскажу немножко. Потому что телеканалу ЮА Крым, да, исполняется 3 года. Да. И поэтому мы решили сегодня поговорить и про этот телеканал, и не только про этот канал, а вообще про телевизионное пространство Крыма. Итак, для кого создан телеканал ЮА Крым? Понятное дело, что телеканал ЮА Крым создан, как и другие региональные филиалы Суспільного мовника, для того, чтобы освещать информацию о том регионе, на который этот канал непосредственно заточен. Наша аудитория, в первую очередь, это аудитория жителей Автономной Республики Крым. Это аудитория интересующихся крымской тематикой всех граждан Украины. И так как мы спутниковое телевидение, мы вещаем в Амусе, мы заточены на аудиторию еще более шире, которая интересуется крымской темой вообще в принципе. Вообще, в принципе, то есть не только в Украине, но и в других странах. И за рубежом, да. Хорошо, тогда такой вопрос. Что вы показываете, что вы рассказываете такого, что, например, крымчане не могут увидеть или услышать из местных телеканалов? Из местных телеканалов, то есть из крымских из местных телеканалов, которые там либо продолжили свою работу после 2014 года, либо были созданы заново. Ну, из тех, что продолжили свою работу дальше, можно считать бывший ГТРК «Крым». Он сейчас стал первый крымский. На базе крымско-татарской редакции открылся он так называемый общественный телеканал «Миллет». Понятное дело, что мы рассказываем другие новости, другие реалии, которые происходят в Крыму, не те реалии, о которых говорят эти как минимум 2 канала. А новости радикально отличаются? Просто, вот предположим, да, человек, может быть, не смотрит вообще телевидение, ему тяжело сравнить. Вот он не смотрит, а вот можете какой-нибудь пример привести? Мы сейчас берем среднестатистического крымчанина, который включил свой телевизор. Да, который включил свой телевизор, а может быть, он его включает исключительно только для того, чтобы посмотреть кино, а говорит, вот все врут, и я поэтому вообще не верю никаким телеканалам, ни крымским, ни украинским, там, ни российским, вообще никаким телеканалам. Он увидит, что происходят аресты в Крыму. Какие это аресты, кого судят, кого садят, кому приходят с обысками, кто эти люди, к которым приходят с обысками, какие крымчане живут сейчас на материковой части Украины, чем они занимаются, какие у них цели дальнейшие и что видит еще наша аудитория. Наша аудитория видит тему дня, ежедневную программу с Ларисой Волошиной и Георгием Спасокукоцким. Это обсуждение тем, которые появляются в этот момент дня. То есть, например, с сегодняшнего дня. Я не знаю, о чем говорят сегодня Лариса Волошина и Георгий Спасокукоцкий, но я думаю, непосредственно так же, сегодня. Да, так же, как и редакция Крым Реалии говорит о ПАСЕ и о завтрашнем дне флага. День крымско-татарского флага. Вот что еще видят наши зрители, это спецпроекты, которые мы готовим, около 7 спецпроектов в год. Это у нас есть опыт работы с Крым Реалиями дважды. Это апрель 2018 года, медиафорум Терджуман.
Это был прямоэфирный проект на 6 часов. Это также в этом году 26 февраля, День сопротивления. Это продукт Караденис Продакшн. Это скетчи на крымско-татарском языке, субтитрованные на украинский язык. Это да, то, что делает Караденис, это делается непосредственно в Крыму. Да. Если, может быть, кто-то не знает, да, и я думаю, что, может быть, да, теоретически люди, которые не, скажем так, не вовлечены в такую вот в крымско-татарскую повестку в Крыму, а может быть, там есть и такие люди, которые приехали туда, в Крым, после 2014 года. Для них эта территория, знаете, как бы иногда... Кто-то из Уренгоя. Например, Некто да, там, из Уренгоя. из Тюмени какой-нибудь, да, там, из, ну, не знаю, там, с Чукотки, с Владивостока. И он услышал, что ему Владимир Владимирович сказал, что это исконно русская земля, да, и они теоретически, может быть, вот с помощью того, что делает и Караденис Продакшн, может быть, и узнают немного о том, что там было до 2014 года. А это делается на русском, на украинском, на крымско-татарском языке. Как это делается? Караденис Продакшн делает на крымско-татарском и на русском языке продукт, а мы его субтитруем на украинский язык. И аудитория слышит как на русском, так и на крымско-татарском, но читает на украинском. Хорошо, а ваш продукт, Елизавета, да, то, что делается непосредственно уже телеканалом UA Крым, на каком языке вы разговариваете с крымчанами? Це 3 мови. Якщо ми говоримо про випуски новин, ми маємо 3 випуски новин на день. Це українська, російська та кримсько-татарська мови. І тема дня. Тема дня – це українська. Ведучий говорить українською, в залежності від того, який приходить гість, як йому зручно говорити, але ведучий спілкується українською мовою. А это объясняется украинским законодательством или это вот редакционная политика телеканала? Ми просто свідомі того, що в нас немає якогось там запеклого протистояння мовного. Ми цілком свідомі того, що наша аудиторія використовує саме ці 3 мови. І тому ми хочемо, аби усі наші споживачі могли комфортно тією мовою, яка їм подобається і якою вони спілкуються, споживати цей продукт. Это те же самые, если мы говорим про выпуски новостей, это те же самые новости на русском, украинском, крымско-татарском? Или же для разных носителей языков, допустим, или те, кто у вас, это разный контент? Залежить від того, що відбувається. Якщо є оновлення якоїсь інформації, якщо щось сталося безпосередньо перед кримсько-татарським випуском новин, воно вийде в новини кримсько-татарської. Якщо, звісно, що кримсько-татарський випуск новин виходить о 20:40, тому зазвичай уже інформаційна картинка дня більш стала, і там оновлень як таких немає, але це просто нормальні, звичайні випуски новин, які виходять просто різними мовами. Ясно. Вот я сейчас скажу такое, вот я точно скажу, чего я не знаю. Я не знаю вот конкретно портрета слушателя радио Крым Реали. То есть я его знаю гипотетически, я его знаю по цифрам, допустим, по YouTube и по Facebook, но мы, допустим, не можем сказать, кто наш слушатель в нашей радиостанции, что называется, на средних волнах и в FM-диапазоне, потому что мы не можем провести такое вот исследование. Но мы можем сказать вот то, что касается интернет-сетей. Кто зритель? Я услышал, куда вы вещаете, да, на кого вы вещаете. А если говорить непосредственно о вашем зрителе, потребители ваших программ в Крыму, кто это? Я скажу по стандартам спільного мовника. Это аудитория практически сейчас у нас на всех филиях и UA Перший, и UA Культура. Это один возраст, это женщина 50 лет. Первое. Женщина 50 лет, замужем, несколько детей, домохозяйка. Вторая женщина разведенная, 2 ребенка, работает на одной работе. Это первая группа, женская аудитория, потому что понятное дело, что телевидение — это работа для женщины. Вторая... Не совсем понял, что значит работа для женщины? Самая главная аудитория у телевидения — это женщина. Так. Поэтому работа все, кто работает... телевидения, да? Работа телевидения. Дальше у нас есть аудитория Digital. Сейчас мы через Digital, то есть платформы наши YouTube, Instagram и Facebook, омолаживаем аудиторию, то есть мы заинтересовываем аудиторию. То есть если я начну смотреть, я омоложусь, в принципе, да? Да, конечно. Да, скорее всего. Хорошо, это то, что Digital. Еще что-то есть? Пока мы ориентированы на телевидение и Digital. Возможно, мы будем ориентированы на радио тоже, но в первую очередь нам нужно самим получить свою студию,
в которой бы работал телеканал UA Крым. Мы вписываемся в несколько студий. Там говорят о том, что нам надо заканчивать. Нет, нам не говорят, что нам надо заканчивать, нам говорят, что мы замечательную программу делаем сейчас. Коллеги, смотрите, у меня есть такое вот и очень Нам интересное... нужна студия, вот я. Да, но что это даст? Что это даст? Да, вот не, просто смотрите. Это даст работу прямо эфирную, чтобы спецпроекты наши были не раз в год или полгода, а ежедневно, если есть на то важная причина. Давайте, сейчас мы перейдем к спецпроектам. Я хочу, чтобы мы послушали. Мы в 2016 году, это не свежий опрос, но мы проводили такой, это не социологический опрос, просто вышел наш корреспондент Крым Реалии что у нас нет этого звука, да? Ну что ж такое? А вы можете Да, за вот этого журналиста рассказать? Я могу вам рассказать тогда. Мы За проводили всю Одессу. такой опрос. Этот опрос был связан с тем, что в 2016 году появилась информация, что Украина начала возводить вышку в непосредственной близости с территории аннексированного Крыма в Херсонской области, на Чонгаре, и что там будут показывать украинский телеканал. Мы спрашивали тогда, будете ли вы смотреть украинский телеканал? И большинство людей сказало так, что мы смотрим. Это мы улица продолжаем. какого города? Это Симферополь. Симферополь, столица. Да, на самом деле они сказали, что мы смотрим, или тот, кто хочет, он смотрит с помощью спутника. Да? Что, послушаем, да, сейчас? Есть? Через пару секунд сказали, Даже в будет обход этот с звук, да. помощью VPN люди заходят, и свои любимые сайты, такие как QHA запрещенные, АТР, неважно, Крым Реалии, если запрещенные, они тоже обойдут и посмотрят. Тот, кто хочет, тот всегда найдет. А вас запрещают? Нас нет, не запрещают. Хорошо, смотрите, просто дело в том, что вот еще в 2015 году, я сейчас процитирую главу подконтрольного России правительства Крыма, это Сергей Аксенов, он тогда потребовал заглушить на полуострове украинские телеканалы и радио, и даже давал соответствующее заявление Министерству информации. Ну, знаете, наверняка и наши радиослушатели знают, это господин Поклонский такой вот. Я прошу прощения, у Поклонского или Аксенова есть вообще свои какие-то телеканалы в Крыму? Частные? Или имеют они влияние какое-то на телеканалы, может быть? Я им просто предполагаю, что они имеют влияние на Ага. крымские телеканалы, да, но скорее всего. Вот Это просто борьба с конкуренцией, я считаю. Вы думаете, что это борьба с конкуренцией? Ну да, конечно. Не, вот он просто давал такое вот поручение, и сейчас цитата прямая: украинские СМИ зачистите как класс, чтобы даже я не слышал, что кто-то смотрит эти телепередачи непонятные. Тогда говорил Аксенов в 2015 году, уж лучше спокойно «Ночи малыши» пусть смотрят. Расстрілять. Да. Ну, вони і проводять надалі, насправді, цю політику, тому що якщо ми говоримо про вишки, то остання інформація, яка була, це буквально декілька тижнів тому, може місяць, про те, що сигнал глушиться, і проблема полягає в тому, що на окупованій території просто будують ближче до наших вишок, і таким чином вони фізично перебивають той сигнал, який би міг покриватися нашими вежами. Поэтому я не просто так задал этот вопрос, потому что вот есть же три способа, по крайней мере, да, три способа доставки вашего сигнала на территории Крыма. Это спутник, это вот то самое, о чем Муслим сказал, диджитал, да, то, что, YouTube, там, Facebook, да, какие-то там еще другие платформы. И наш сайт. Сайт, да, это все диджитал, да, то есть, в принципе, да. И есть еще вот то самое такое классическое телевидение, которое, я не знаю, говорят, что оно умирает, но оно все никак не умрет. То есть есть по-прежнему очень много людей, которые смотрят там в цифре, в аналоге и так дальше. И вот борется, получается, с этим. А что касается спутника, глушат ли спутниковый сигнал или нет? Наш спутниковый сигнал не заглушим. Хорошая фраза. Хорошо, возвращаемся снова. Напомню сегодня еще раз, кто у нас в студии. Муслим Умеров, креативный продюсер ЮА Крым, Елизавета Цареградская, продюсер спецпроекта «К дню крымско-татарского флага». Вы говорили о том, что вам нужна собственная большая студия для того, щоб робити спецпроекти. Не тільки для спецпроєктів, насправді Муслим почав. Спецпроекти – це як там якийсь певний відсоток нашого виробництва. Ми потребуємо контенту, який би виходив щодня. Це і вечірні програми, навіть та сама тема дня, аби вона тривала довше, аби це не був якийсь урізаний час, тому що ми виходимо з новинної студії ЮА першого. І, відповідно, ми маємо постійно якось совуватися і себе просто туди впихувати. І нам потрібна своя студія для того,
аби це були ранки, аби це були повноцінні аналітичні програми, аби, якщо раптом щось стається для спецефірів, якщо там обшуки якісь тривають екстрено, аби ми виходили і не залежали від інших новин і іншого контенту, тому що вони також заплановані, і ви розумієте, що це все ефіри и таке інше. Хорошо, но да, может быть просто-напросто от кого это зависит все? Ну, це, напевно, до Мусліма запитання, насправді. Ну, до парламентских выборов зависело от уряда Гройсмана. А сейчас? Ну, вроде бы как бы Скоро правительство Гройсмана парламентские. осталось на месте. Так, пока от них. И дальше... И дальше От них. от правительства. Ну, да, конечно, то же это самое? общественный телеканал. Мы работаем для наших же налогоплательщиков. В смысле, для украинских налогоплательщиков. Конечно. Но, а может быть, они скажут, что вот видите, как бы там оккупированные территории, они же налоги не платят, да, в украинский бюджет. Как это? Ну, тоді навіщо взагалі відстоювати Ну, це- право на окуповану територію? Не-не-нет, я здесь... Очень большую цену платят оккупированные территории, и так своя оккупация, я считаю. Понятно, хорошо. Еще один момент, да, насколько вообще у вас большой коллектив, сколько людей трудится, если это не секрет, и кто эти люди? Это все суспільне мовлення во всех регионах и... Или вы про UA Крым? Я про Крым сейчас говорю. Это чуть конечно больше же. 30 людей. Я креативный, я не исполнительный, не могу точных Это- цифр назвать. С цифрами не работаю. Ну, насправді, ми будь-який наш спецпроект, він нам дається важко, не тільки тому, що немає студії, а тому що насправді мало людей. Вони працюють, основна частина працює на новинах, якщо ми говоримо про журналістів, відповідно, під час спецпроектів або якихось екстрених подій, на їхні плечі лягає подвійна робота, подвійне навантаження, тому що ти мусиш і підготувати свій матеріал і до новин, і до спецпроекту. Тобто ти постійно в такому серйозному тонусі. Мгм. Так, есть у нас звук, да, вот то, что я вам обещал, это наш корреспондент. Я вам пересказал, но теперь мы Опросы из послушаем. Симферополя. Опрос из Симферополя, правда, это 2016 год, еще раз напомню, это не социологический опрос, но то, что сказали люди, будут ли они смотреть и смотрят ли они украинские телеканалы. Не для моих нервов, там сплошное вранье. Так что вот так, я думаю, что вряд ли. Будут, потому что и сейчас смотрят. Ну что, не знаете, что ли? Ну, вышку не строят, зачем, я не пойму. Спутниковое телевидение работает, интернет работает. Кто хочет, тот смотрит. Даже уже язык неинтересно слушать. Ну, мне, допустим, уже не интересно, что там творится. Лично мое мнение. Украину? Ну так, если в неделю один раз посмотреть, то можно посмотреть, что там у них в основном на сессии происходит ради. А так, что там интересного? Нечего смотреть. А вы знаете, я сомневаюсь, что будут смотреть. Может, единицу будут смотреть. У нас в основном Россия. Это для нас самое главное. А чего ж не будут? Здесь же живут и с Украины. Будут смотреть. Правда, процента не знаю, но будут. А я и сейчас смотрю. У меня спутник. Я думаю, будут. А потому что должна истина быть где-то посередине, я так думаю. Ну, это не потому, что они будут смотреть, чтобы там как-то, а просто чтобы вот какую-то для себя сделать вывод. Потому что там же тоже, говорят, неправды очень много. И еще раз напомню, это был опрос, который сняли наши корреспонденты в 2016 году в Симферополе. Поводом было тогда вот возведение этой вышки в Херсонской области для того, чтобы начать вещание на территории аннексированного полуострова Крым. Да, Муслим, У меня, слушаю. я прям сразу готов описать аудиторию. Это люди, которые, вот самый главный там был для меня тезис, если человек захочет, он так посмотрит, это значит, типа, верные, прям украинская аудитория телевизионная. Вторые, это неинтересно или интересно на час. То есть такие, типа, в буферной зоне находящаяся аудитория. Третья аудитория не смотрит потом... еще была аудитория, которой нравится зрелище, типа Рада, да, это шоу, там же бывают драки. Вот, типа, Ну людям нравится спорт, у нас Кличко, ну, типа, у нас такая страна, ну, мы любим смешанные единоборства. Потом аудитория, которой вообще не интересно, потому что это на самом деле, ну, включите телевизоры, у нас постоянно ток-шоу, да? Все люди разговаривают, типа, они обсуждают. И мы здесь такие тоже в этой важные, студии и мы тоже, такие да. важные обсуждаем всех, типа, аналитика жесткая. Но людям почему хочется смотреть российское телевидение? Потому что у них качественный интертеймент, они умеют качественно и красиво показать развлекательный продукт. У нас этого мало. Вот и аудитория выбирает развлекательный контент. А украинская аудитория тогда, знаете, что выбирает, да?
Может быть, украинская аудитория тоже выбирает? Я как украинская аудитория выбираю западные, британские или американские шоу. Вот это интересно. Ну, якщо говорити про пересічного, не такого розумного українця, як Муслім, У нас таких много. насправді так багато. Зараз це не комплекс меншовартості, йдеться про банальну статистику. І вона завжди була однозначна. Люди завжди будь-які розважальні шоу, будь-які реаліті-шоу дивилися більше. І не тільки в нас, у всьому світі. І сам формат шоу «Великого брата» тому і набрав таку шалену популярність свого часу, і потім пішов, розповсюдився усім світом, забирав там частки аудиторії 65%, які були просто неймовірними. Саме тому, що людина не буде сидіти, якщо вона не цікавиться цим серйозно, якщо вона сама не є аналітиком або експертом, і не буде сидіти після роботи ввечері і дивитися якийсь там суперсерйозний контент. Буде, якщо почалися якісь події, наприклад, як у нас в 2014 році, тоді і запустилися усі ці телеканали, які почали інформаційне постійне оновлення, постійні стріми, коли було абсолютно неважливо, яка це якість картинки, яка швидкість там. Саме головне було це швидкість виходу матеріалу. Ти включив і ти в центрі подій, ти все дізнався. Але зараз ми вже 6-й рік живемо у такому стані, і люди більш не можуть і не хочуть постійно бути у цій напрузі, вони шукають розважальних програм, і ви будете делать такі розвлекательні програми? Це навіть не розваги. Ми позиціонуємо свої будь-які проекти, ми не збираємося постійно жалітися, плакати, і скиглити і страждати. Ми хочемо подавати інформацію для усіх, зокрема для кримської аудиторії, для української аудиторії, яка, як виявляється, знає надто мало. Це мізер. Дуже часто люди просто навіть не здогадуються про те, хто такі кримські татари. Реалії такі. І, відповідно, усіх постає питання, хто тоді живе в Криму, і наш контент на те і спрямований, аби розказувати, показувати і робити це в різних форматах. А вот смотрите, наши тут вот зрители в Ютубе и на других социальных страницах, они часто и нам этот вопрос задают, а я адресую его вам. Да? Как вы можете, находясь, допустим, в Киеве, ну, сама студия, да, ваша находится в Киеве, показывать то, что вот происходит в Крыму на самом деле? Направду, це також ще це питання вже піднімалось. Сьогодні говорили про, зокрема, новини. А що ви показуєте в новинах? Це безпосередньо якась поточна інформація, яка вспливає в інтернеті у вільному доступі. Ми завжди даємо посилання на те, звідки взята ця інформація і це відео. Ми перевіряємо її в себе, тобто, звісно, що там оприлюднюються якісь дані, ми даємо і російську сторону, і українську сторону. Про те, що відбувається в Криму, можна дізнаватися від людей, які, по-перше, приїжджають сюди постійно, ми постійно з ними тримаємо зв'язок, і в нас працює багато кримчан, не тільки кримських татар, і це певна спільнота, яка продовжує жити цим ритмом. Хтось їздить, хтось не їздить, це зв'язки, і це просто певний такий ритм життя, можна так сказати, своя атмосфера. А этих людей их не показывают на крымских телеканалах? Ну, на крымских телеканалах. Я имею в виду на тех телеканалах, опять-таки, длинная такая фраза получается, да, которые продолжили свою работу после 2014 года, да, либо там возникли после 2014 года. Ну вот, например, если будет история про нас с вами, мы с вами два переселенца, я из Евпатории, я тоже из Симферополя. Но я себя видел на одном из крымских, даже несколько раз меня показывали на самых разных крымских телеканалах. Ну, классно. Так, це питання, в якому ключі будуть да, ну это другое. Не, ну тоже классно, приятно же, что вспомнили. Чрезмерно приятно, конечно же, но тем не менее, да, но вопрос всегда возникает, коллеги, вопрос возникает всегда, вы здесь, мы здесь, да, а Крым там. Так. Да, вот. А жизнь переселенцев — это тоже про Крым? Не знаю, вы мне скажите. То есть вы тоже, да, ну, как бы, то есть это считается тоже про Крым. Конечно. Хорошо. Но понятное дело, я извиняюсь, что первоисточники новостей и жесткого прессинга, который происходит в Крыму, эта информация должна исходить прямо из Крыма. Вот.
Понятно. Еще раз напомню, значит, кто на студии. Муслим Умеров, креативный продюсер ЮА Крым, и Елизавета Цареградская, продюсер спецпроекта «К дню крымско-татарского флага». Вот непосредственно теперь про День крымско-татарского флага. Кстати, да, День крымско-татарского флага, я вот сегодня прочитал об этом и в РИА Новости Крым. Якобы будет и автопробег, и в нем примут участие около 300 машин. Об этом рассказал глава организации, которая называется «Региональная национальная культурная автономия крымских татар Крыма» Айваз Умеров. Вот якобы там после прошлогоднего автопробега по только-только открывшемуся Крымскому мосту очень много людей изъявило желание поучаствовать в подобном мероприятии. Ну вот ребята Айваза Умерова поедут с крымско-татарскими флагами рядом с российскими. Это будет такой автопробег. Более чем уверен. А будут ли другие автопробеги? Будет ли в Крыму теперь, возможно ли не без участия российского флага? Надеюсь. Что вы делаете на День крымско-татарского флага? Это будет уже завтра, 26 июня 2019 года. Ну, насправді я знову ж таки продовжую всю ту тезу, яку вже озвучила, і це наш основний концепт. Ми збираємось з нагоди Дня кримсько-татарського прапора в ефірі до вечора. Буде трансляція автопробігів, які будуть в Україні, зокрема, і новини, також аналітика, тема дня так звана, але більш розширена. І після того ввечері ми вирішили просто зібратися і поговорити якраз для тієї аудиторії, яка, можливо, не знає взагалі, що є кримсько-татарський прапор. Тому що коли ти виходиш на вулицю записувати бліци для ефіру, виявляється, що люди дуже часто думають, що це прапор Туреччини. Це такий а ви показували їм цей флаг? Ні, ми не показували, ми просто питали, а ви знаєте, як виглядає кримсько-татарський прапор? І які були відповіді? Ну, абсолютно різні, там і кольори цікаві, і білі, і червоні, і півмісяць, і таке інше, але полягає в суть у тому, що ми маємо на меті знайомити українців з Кримом, з кримськими татарами, зокрема, і робити це у прийнятній, нормальній тональності, аби ти ввечері там о 21:50 увімкнув свій телевізор після роботи і тебе зараз не загрузили болем і стражданнями, хоча ми не будемо оминати цих тем, але будемо подавати це у вигляді знайомства в принципі з кримсько-татарською культурою, не тільки прапора. І там їжі, пісень, фільмів, чому вони знімаються, як вони знімаються, чому вони раптом потрапляють у Канську програму, наприклад, і таке інше. Этот спецпроект, он будет транслироваться по всій Україні? Абсолютно на всіх платформах Суспільного, і телевізор, і діджитал-платформи, вони всі будуть показувати у цій порі цей контент. Муслим, непосредственно к вам вопрос. Вот смотрите, да, вот я неспроста зацитировал эту информацию по поводу автопробега ко дню крымско-татарского флага, который проводит вот господин Айваз Умеров в Крыму. Мой однофамилец. Да, смотрите, дело в том, что если в 2015 году и в 2016 году, ну я насколько помню, репортажи были такие, когда люди организовывали автопробеги по Симферополю с крымско-татарским флагом, их останавливала полиция, там выписывали штрафы и так далее. Теперь, да, то есть теперь вот есть некая организация, которая как бы решила все это под себя дело организовать. Так ведь такое же может произойти абсолютно с любой инициативой, или нет? Не знаю. Я тут нахожусь, не могу сказать, что будет там. Понятно. Хорошо. Тем не менее, вот то, что вы делаете, да, ведь это же вы же не делаете, ну, то есть вы же делаете, вы же рассказываете о том, тут, как в смысле, это будет. Извиняюсь, на материковой части Украины, а не там, в Крыму, да, родном моем Крыму. Да, я как раз говорю именно о том, что вы рассказываете о том, что это возможно без российского флага. Я надеюсь. Скажите мне тогда, то есть вот сверхзадача ваша, вот сейчас уже мы заканчиваем нашу программу, да, вот что телеканал ЮА Крым, ему 3 года. Допустим, еще пройдет 3 года. Вот что будет из себя представлять телеканал ЮА Крым? Можно начну? Сори. Вообще телеканалу крымскому, который изначально назывался ГТРК, до этого, наверное, как-то по-советски назывался, ему 65 лет. Вот. А после того, как произошел путь определенный от государственного телевидения к общественному, с этого момента этому телеканалу 3 года. Это, грубо говоря, название, да, если название. Вообще крымскому телевидению 70 с чем-то лет.
Это первое телевидение в Крыму. Что будет через 3 года, я хотел бы, чтобы была деоккупация. Что будет с телеканалом, я хотел бы, чтобы он переехал в Крым. Что будет с крымским телевидением, я хотел бы, чтобы оно было честное и интересное. А что будет на самом деле, только Всевышний знает, не знаю. Ну, чесне, якісне телебачення, так, це, напевно, наш основний такий вектор. Я розумію, що це дуже загально, і це насправді ні про що, якщо допитуватися якогось фактажу, але це про Крим, про кримські теми, зокрема, про життя переселенців і те, що є наразі. Мені також важко сказати, що буде за 3 роки. За 3 роки я також сподіваюся, що я приїду в Крим, в український Крим. Але це про всі теми, які стосуються Криму. Це Крим для України і Україна для Криму. Ось так. Спасибо вам, Елизавета Цареградская, продюсер спецпроекта «К Дню крымско-татарского флага» и Муслим Умеров, креативный продюсер UA Крым. Спасибо вам. Были гостями нашей студии. Коллеги, вот я, знаете что, я, к сожалению, единственное только, что не дождался сегодня звонков. Люди пишут, конечно, нам в Фейсбуке, но пишут самое разное. Да, самый интересный вопрос. Самый интересный все-таки вопрос, я вам еще раз сейчас зацитирую, он был в самом начале нашей программы, я просил людей высказаться по поводу телевидения. Даже если ты потерял территорию, нельзя терять людей. Правда, есть и другое мнение. Даже если вернете территорию, она уже непригодна для жизни. Так вот, экологическая катастрофа. Ну, видимо, да. Видимо, к сожалению, это, и архитектурная это катастрофа. Все, что происходит в Крыму сейчас, это умертвление нашего с вами родного Крыма. Ну, будем надеяться на лучшее. Спасибо. Продолжение программы «Крымский вечер» слушайте через несколько секунд. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Радио Крым Реалии, 105,9 FM, это «Крымский вечер». С вами Катя Некреч, Александр Янковский, который преимущественно в основном находится в этом эфире, а мы уже со Стасом Юрченко как получается ворваться в этот эфир, так мы и прорываемся в него. И мы сейчас поговорим о том, какие же самые популярные материалы, по-вашему, дорогие наши читатели, слушатели, зрители, мнению, да, какие материалы Крым Реалии в топ вообще версии, в топ-версии материалов на нашем сайте. Это, кстати, открытая информация, но мы ее для вас вот рассказываем, раскачиваем в таком радиоэфире. Диктатура, да, читателей сайта Крым Реалии в эфире радио Крым Реалии. Итак, на первом месте у нас сегодня, кто бы вы думали, Виталий Портников. Крым и Балтийский вариант. Цитирую Портникова. Решение, которое в ночь на 25 июня было принято на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, очевидно связано отнюдь не только с готовностью ведущих стран континента согласиться с отменой санкций против российской делегации, возвращением России в ПАСЕ. В первую очередь оно связано с Крымом. Это означает, что Федеральное собрание России может в любой момент включить в состав своей делегации членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, которые представляют в парламенте Республику Крым, субъект Федерации, самосуществование которого не признается ни одним государством мира, кроме, собственно, самой России. А вот к чему тут балтийский вариант, читайте полный блог на сайте Крым Реалии. На втором месте оказался еще один блог, Павел Казарин с его видеоблогом для Фейсбука «Крым Реалии. Цена капитуляции». Давайте послушаем Павла Казарина. Нам будут продавать капитуляцию в красивой обертке. Скажут о том, что нужно все начать с чистого листа. Расскажут про трудные компромиссы. Будут уверять, что худой мир всегда лучше боевых действий. Нам скажут, что мир с Россией снизит издержки, вернет солдат по домам и откроет для Украины российские рынки. Но никто не скажет о том, какую цену мы за это заплатим. А расплачиваться мы будем нашим будущим. Потому что эта война идет не только за язык, историю и идентичность. Она идет за право Украины быть благополучной страной.
А за что еще идет эта война, по мнению Казарина, слушайте в полной версии блога на сайте и с Facebook-страницы Крым Реалии. Дальше, третье место. Видеосюжет телепроекта «Крым Реалии» «Паспорт с курицей» или «Биометрика. Выбор крымчан». Паспортный туризм массово практикуют крымчане после российской аннексии полуострова. Говорят, с российским загранпаспортом и крымской пропиской визу в Европу не получить, поэтому едут на материковую Украину за документом с трезубцем. Как устроена эта процедура? Журналисты Крым Реалии провели собственное расследование и узнали, что на полуострове оформление украинских документов поставлено на настоящий поток. А мы же с вами послушаем фрагмент общения журналистки с крымчанином Херсонской области, который объясняет, как и зачем он оформляет украинские документы. То есть вы там сели в Крыму, здесь приехали и просто пришли? Да. А сколько что-то стоит такая услуга? Гривна, по-моему, около 500. С российским загранпаспортом и крымской пропиской в Европу визу не получишь. Это как бы очевидно. Потому что, сами знаете, санкции, все эти дела, Крым то ли оккупированный, то ли российский, то ли украинский, то ли война, ничего не понятно. Полная версия сюжета на YouTube-канале и на сайте Крым Реалии. На самом деле это очень интересное расследование наших коллег. А вот на 4-м месте блог Нариман Мимедининов. Цель этого дела – подавить мою гражданскую активность. Я напомню, Нариман Мимедининов – это глава медиа-отдела общественного объединения родственников политзаключенных и активистов «Крымская солидарность». По его делу в Северо-Кавказском окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону прошло первое заседание по существу. Обвиняют его в части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России – это публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенной с использованием сети интернет. А мы вам процитируем часть его речи в суде, который прошел вчера. Это преследование в отношении меня происходит, чтобы подавить мою активность, гражданскую позицию и не дать возможности придавать огласке происходящее в Крыму. Также на это указывает отказ следователя еще в момент ареста указать в анкетных данных, что я гражданин Украины. Следователь лишь отметил в графе «Иные данные» наличие у меня украинского паспорта. Однако, когда я получил обвинительное заключение, в нем нигде не указывается, что я гражданин Украины. Также всегда утаивается, что я крымский татарин. Это делается лишь для того, чтобы потом была возможность сказать обо мне. Осужден уроженец Узбекистана. Как в принципе это и практикуется. И закрывает наш топ-5 еще одна видеопубликация. Все делается для того, чтобы уничтожить храм, архиепископ Климент. В Симферополе во время очередного проливного дождя затопило здание кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Крымской епархии Православной Церкви Украины. Это случилось после начала ремонтных работ на крыше храма, которые проводит Российское Министерство имущественных и земельных отношений Крыма. Дальше архиепископ Климент без комментариев. Все робиться для того, щоб знищити цей храм. Все робиться для того, щоб знищити цю єдину церкву. Ви подивіться, що це таке? Так, закинули, бросили 10 років тому. Ми перекривали весь дах, робили капітальний ремонт. Бачите, що вони поробили? Все покидали, все зруйнували, порядок вони наводять. Если вы не слабонервные, посмотреть на эти разрушения можно опять же на сайте Крым Реалии. И у нас есть несколько минут для того, чтобы познакомить вас с новостями будущего. Мне кажется, вот на самом деле такая одна из интересных новостей, это о том, что крымские спасатели нашли спящим на пляже россиянина, которого искали на Меганоме. Об этом сообщает Крымское управление МЧС России. По данным ведомства, в 4 утра поступило сообщение о том, что в районе мыса Меганом мужчина пошел купаться и в назначенное время не вернулся. Прибыв к указанному месту, спасатели встретились с женой потерявшегося, взяли у нее фото супруга и приступили к поисковым работам. И в ходе поисковых мероприятий мужчина, житель города Брянска, был обнаружен спящим на пляже в бухте Песчаная. В медицинской помощи не нуждался. В общем, пошел купаться, вернулся и сбежал от жены фактически. Интересно, он не на матрасе ли уплыл? Да, вообще хорошая такая, знаете, дорогая, я пошел купаться и уплыл. И самое интересное, значит, что с молодым человеком была проведена профилактическая беседа о правилах поведения вблизи водоемов, а также недопустимости купания в состоянии алкогольного опьянения. У меня есть еще новость специально для Александра Янковского. В Феодосии выгул собак на пляже запрещен. Об этом напомнила руководитель отдела по курортам и туризму Елена Кондратенко. Как будто именно это сильно вредит пляжам Феодосии. Она отметила... Я всегда вспоминаю, тут не важно уже, что она отметила, просто запретили собакой. Я тут всегда вспоминаю вот этот анекдот. Мама, я писать хочу, да, как бы, сынок, иди в море, да. Ну, приблизительно. Это анекдот или это анекдот, да, из жизни. Фраза как бы. из жизни. Из жизни, да. А собак запретили выгул собак. Но самая главная новость, конечно же, это о том, что из Керчи хотят сделать Южную Пальмиру.
Да, именно такую миссию предлагают закрепить депутатам в стратегии социального развития города до 2030 года. Я тут хотел бы напомнить, что, конечно, Петербург, хотя и называют Северной Пальмирой, Южная, это же но Одесса. Южная Пальмира, вот совсем южная, просто Пальмира на юге на самом, да, она находится в Сирии. То есть и не надо, и что они хотят сделать из Керчи? И этот город, он фактически очень сильно пострадал. А еще в Крыму выявили новый очаг марокканской саранчи, поэтому держитесь там, мы скоро вернемся в эфир. Александр Янковский, Катя Некречия, Стас Юрченко, это радио Крым Реалии. Вы можете с нами быть онлайн круглосуточно на сайте Крым Реалии или же на 105,9 FM. До новых встреч! Цомки-момки!